самый современный, большой, не имеющий аналогов в регионе и на Кавказе, национальный парк площадью более 109 гектаров. Такой масштабный проект планируют реализовать власти региона. Есть благотворитель, готовый профинансировать. Руководством региона было дано поручение подобрать под него участок. Так определили территорию для строительства в районе 18-этажек. Но в планы вмешиваются дела земельные. В 15-16 годах генеральный план есть. Мы уже сделали 3D-проект. Вышли на основные проектные сметные работы. Хотим сделать этот проект. Люди сегодня не верят. Никто. Сегодня только в головах у разного рода только земельный участок. 6 соток, 10 соток. Большая часть участков на этой территории незаконно роздана. В связи с этим глава республики поручил правительству выехать на место и проанализировать ситуацию. В выездном совещании участие принимают министры строительства, ЖКХ, имущественных отношений, сельского хозяйства, а также главы муниципалитетов. Обсуждают, как справиться с земельными преградами. Здесь мы ищем возможности пути решения вопросов тех, которые здесь законом, незаконным вообще путями, которые взяли участки, их застолбили в границах, в пределах своих, чтобы им разъяснить, что здесь будет республиканский парк семейного, коллективного отдыха. В ходе беседы члены правительства подчеркнули, что на этих участках недопустимо капитальное строительство. Здесь находится 12 скважин, одна из главных насосных станций республики, подающая воду в Назрань, Магаз, Плиево. Технологические линии идут по всей территории. Под несколькими сотнями гектаров находится основная водяная линза. Отсюда и возникает вопрос, на что рассчитывают владельцы земель, если геологические условия не позволяют здесь полноценно строиться. Вода находится слишком близко к поверхности, и малейшие, какие-то несанкционированные, так будем сказать, ямы или выгребные ямы, или какие-то канализационные стоки, которые здесь могут быть, они заразят полностью всю линзу, водяную линзу, которая находится под землей. И мы думаем, что населению надо разъяснить, что эта вода не только там для других, это их общая вода, это наша общая республиканская вода, что все санитарные нормы однозначно надо соблюдать, иначе у нас завтра возникнут проблемы, все связанное с какими-то эпидемиологическими ситуациями в республике. Это опасно, если каждый думает, что это под землей. На самом деле все стоки, которые будут находиться на земле, они будут уходить вниз. Именно в питьевую воду, которая имеет неплохое качество. Это водоохранная зона. Здесь нельзя никакое капитальное строительство делать. Почему? Потому что даже при 20 сантиметрах глубины вода уже уходит здесь. И ни одно строение, которое здесь будет построено нелегально или незаконно, или по прихоти человека, оно не будет зарегистрировано. В ходе выезда чиновники осмотрели участки совместно со специалистами. Министр имущественных отношений отметил, что действовать будут только в рамках закона. Еще нету анализа. Нужно сейчас посмотреть, изучить ситуацию, сколько здесь земель, где есть земли с документами, где есть самозахваты. Будем смотреть. Единственное, что могу сказать четко, что все будет четко в рамках закона, в рамках правового поля. Вопрос малоземелья остается одним из острых в республике. Власти хотят и готовы строить социально значимые объекты, но дефицит земельных участков в черте населенных пунктов не позволяет в должной мере создавать комфортные условия для жизни населения. А все потому, что некоторым лицам важнее иметь в собственности участки, чем общенациональное благополучие. Почти 4 года знаком с этим, не то что с этим участками, по социальным объектам. Это школы, эти детские сады, это медицинские учреждения, которые есть. Ни одного участка у нас нет, что мы не сталкивались с проблемой. Это наложение, это пересечение, это или оформлено на людей. Приходится. У нас народ, он грамотный в своем, если честно сказать, трудная история и по грамотности, и по образованию, но все равно мы сегодня очень грамотные люди. Они понимают, когда им надо объяснить. Это важнее, чем 6 соток. Это нужнее для наших детей, для наших внуков, для нас самих. У нас нет нигде в республике выйти, чтобы нормальный парк. У нас предел 1 гектара только, если есть парк. Самый большой парк это у нас в Волгобеке. Там порядка 4-5 гектаров. Больше нет. Собравшиеся отметили, что в регионе с момента создания еще не было крупного парка, где в одном месте будут все условия для хорошего времяпрепровождения. Новый центральный парк отдыха и развлечений станет объектом республиканского значения. На его территории также будут проходить крупные региональные мероприятия. Да, есть определенные проблемы и с самозахватами,
есть вопросы у жителей Насыркорта и с выпасом скотов. Мы эти вопросы обозначили, правительство это слышит. Мы, конечно, будем решать и те, и другие вопросы. Но масштаб сам проекта, он очень серьезен. Я думаю, все жители города и Насыркорта это поддерживают, учитывая, что здесь, какая красота здесь будет. В результате проведенного анализа на участке представители министерств и ведомств пришли к выводу: необходимо встретиться с жителями и владельцами земель. Намерены в скором времени определить дату, организовать площадку для встречи, где подробно разъяснят населению значимость будущего объекта. По информации с мэрии и информации Минимущества она не совпадает. Точки, которые я посчитал на сегодня, 40-50 участков. Точки, которые есть. Но каким путем, как они выданы, это не наше дело, это правоохранительных органов будет разбираться с ними. Но мы хотим встретиться с людьми. Мы их всех выслушаем. Может, действительно у кого-то участки нет. У нас в ингушском менталитете нам земля всегда нужна. Всегда нужна. Даже у нас ена есть, всегда нужна земля. Надо, пускай лежит. Это как в банке деньги. Встретимся в ближайшее время. Обсудим, поговорим. В законных отношениях надо, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. А у нас возможности ограничены законом. Если все земельные вопросы решатся в скором времени, к строительству национального парка отдыха и развлечений Ингушетии намерены приступить уже в следующем году. На нем планируют построить пруд, футбольное поле, организовать спортплощадки, беговые дорожки, аттракционы, в том числе колесо обозрения. Полностью озеленят территорию, установят малые архитектурные формы, современное освещение. Диана Дударова, Джамалейл Султыгов, Новости 24.